Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите утренний эфир программы «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Вот мы и добрались до середины трудовой недели. И мы очень надеемся на то, что встречать утро именно с нашими эфирами стало для вас уже доброй традицией. Как всегда, в течение нашего бодрого утра сегодня нас ждут интересные гости, интересные темы для обсуждения, новости самые последние, актуальные. А также напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня я встречаю это утро с вами, Дарья Анкехова. И вновь позвольте вернуться, напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире. А это значит, что вы можете отправить свои WhatsApp-поздравления, WhatsApp-эмоции. Мы вот так их называем между собой. Для этого вам очень просто нужно будет отправить свой текст сообщения на короткий номер 73 44 88, либо 8 914 2 73 44 88. Также у нас есть активная инстаграм-страница, куда вы можете отправлять свои фотографии, свои пожелания, возможно, вопросы, либо, может быть, у вас есть идеи для нашего эфира. Пишите, мы обязательно ответим вам, либо будем просто рады вашим прекрасным эмоциям. Ну а начнем наш эфир, конечно же, мы с прогноза погоды. В 6 часов утра температура воздуха в центральных районах была на отметке плюс 13 градусов. В заречной группе районов 16-8 градусов тепла. В южных районах 17-14. В Вилюйской группе 17-15 выше 0. В Нижнеленских 15-14 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов плюс 8, плюс 4. В Янских 11-7 тепла. На северо-западе 13-8 градусов выше 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер восточно-северо-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха достигнет до плюс 29 градусов. Вот такое у нас утро. Даже я еще, видимо, не проснулась, не смогла выговорить 29 градусов. Очень странно. Но я думаю, для этого и существует программа «Утро Якутии», для того, чтобы мы все-таки заряжали друг друга энергией, позитивными эмоциями и просыпались, даже вот так, как я в прямом эфире нашей программы. Ну а о новостных сводках сегодня нам расскажет наш обозреватель. Медики Республиканского перинатального центра озабочены увеличением количества беременных, инфицированных COVID-19. За текущий год в центре родилось около 160 младенцев от рожениц с подтвержденным диагнозом COVID-19. Болезнь при беременности протекает очень агрессивно. В некоторых случаях возникает необходимость в экстренном родоразрешении. В центре также были зафиксированы случаи внутриутробного заражения младенцев коронавирусной инфекцией. Как отмечают врачи, новорожденные переносят инфекцию легко. Хочется сказать, пожелать, чтобы родные, мужья, в основном в первую очередь, те, кто живет с этой беременной женщиной, чтобы они вакцинировались. Потому что это на сегодня при этой ситуации, мне кажется, самый единственный выход. Я слышала, что многие говорят, что их не коснется это. Если у вас есть дома беременная женщина, это единственная охрана. Но мы должны понять, что мы не боги, мы должны всем помочь, чтобы они с ребеночком нормально выписались, что познали радость материнства. До 10 августа Северо-Восточный федеральный университет примет документы от желающих поступить в магистратуру. В этом году для этого уровня образования в СВФУ выделено 674 бюджетных места, в том числе по очной форме 541, сообщают в пресс-службе вуза. Абитуриентам нужно предоставить паспорт, диплом о высшем образовании, СНИЛС при наличии и цифровую фотографию, которая будет использована для профиля личного кабинета. Остальные документы предоставляются только при наличии и необходимости, напоминает в Центральной приемной комиссии СВФУ. 8 наиболее популярных туристических маршрутов и направлений республики участвуют в конкурсе от National Geographic «Сокровища России».
Регион предоставлен в номинации «Природный объект Синские столбы», туристическая тропа маршрут от Якутска до поселка Усть-Нера, экскурсионный маршрут «Водопады Курулур» и еще в 5 номинациях. Как отмечают авторы, проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России. Отдать свой голос все желающие смогут до 10 октября на сайте. Итоги проведут в ноябре этого года. Это были новости, на этом все. Как уверяют нас ученые, люди, которые ежедневно делают утреннюю зарядку, менее подвержены стрессам. И неспроста, ведь именно во время утренней зарядки вырабатывается тот самый гормон счастья. Зарядиться счастьем и радостью мы предлагаем вам с нашим инструктором по йоге. Доброе утро! Сегодня я вас познакомлю с направлением йога. Не вставая с кровати, мы с вами сделаем следующие асаны. Асаны – это у нас упражнения. Мы с вами удобно садимся, так, чтобы было бы вам комфортно. Выпрямляем нашу спину и самое главное, мы расправляем наши плечи. Левую руку мы с вами отводим в сторону, и правая наша рука тянется в сторону. Таким образом мы вытягиваем боковые наши мышцы. Переходим в центр, опускаем руку, переходим на другую сторону. И таким образом мы с вами вытягиваем наши обе стороны. Сделайте такое количество, сколько вам комфортно. Можно сделать и 6 раз, и 8 раз, сколько вам позволяет ваше время. Теперь мы снова тянемся вверх. Таким образом мы растягиваем наш позвоночник. Макушкой вытягиваемся вверх, кончики пальцев сильные. Теперь мы с вами медленно опускаемся вперед, так, чтобы разгрузить наш поясничный отдел и самое главное разгрузить нашу спину от напряжения. Медленно тянем на себя пальцы и позвонок за позвонком себя возвращаем. Наша спина ровная. Теперь мы с вами раскрываем наш грудной отдел. Мы с вами чувствуем, особенно после рабочего дня, как спина устает. Мы переносим руки за спину так, чтобы пальцы смотрели вовнутрь. Мы раскрываем с вами мышцы грудного отдела и чакра наша сердечная. Мы с вами прижимаем подбородок к гортани, плечи у нас натягиваем вовнутрь и расслабляем. Снова исходное положение, выдох. Снова мы с вами поднимаем грудной отдел, подбородок тянем к гортани. Смотрим на потолок, выдох. Теперь мы с вами возвращаемся в исходное положение, сплетаем наши руки по центру. Мы с вами будем прорабатывать мышцы в области лопаток. Медленно поднимаем, опускаем. Взгляд вовнутрь, можем закрыть глаза. Делайте тоже то количество, которое вам удобно. Раскрываете. Лопатки стягиваете и обязательно делаете с другой стороны для выравнивания. Снова закрываете глаза и поднимаете, опускаете. Вверх вдох, выдох. Теперь мы с вами переходим к позе дерева. Позу дерева мы можем тоже делать очень удобно в положении сидя. Руки также поднимаем вверх, плечи не поднимаем. Опускаемся медленно к ноге и мягко вытягиваем мышцы. Также медленно возвращаетесь, и все то же самое мы повторяем с другой стороны. Соединяем ноги вместе, и мы с вами переходим на асану лодки. Называется она навасана. Мы с вами немного округляем плечи, выпрямляем ноги до конца, положение рук не меняем. Опускаем медленно, фокусируемся полностью в область пупка. Мышцы работают и опускаемся. Положение сидя посоха дает нам прочувствовать наш позвоночник. Теперь мы садимся в удобное положение и с вами переходим на гармонизацию женской и мужской энергии в мудре намасте.
Желаю вам прекрасного дня. И самое главное – это космическая энергия. Намасте. С понедельника на счета россиян поступили единовременные выплаты для тех категорий людей, у которых есть дети школьного возраста. Для многих родителей, конечно, это стало хорошим подспорьем в вопросе подготовки к учебному году. Наши коллеги вышли на улицы столицы, чтобы узнать, получили ли якутяне выплаты и на что собираются их потратить. Получили ли вы путинские выплаты, и если да, на что вы их потратите? Да, купим. У нас еще рюкзака нету, книжки, тетрадки. Как всегда. Ну да, сегодня утром поступила. Ну, на школьные принадлежности. Все. Ну, на ребенка к школе готовить. Ага, ребенка надо будет. В 5 класс идем. В любом случае. Получили, Но пока еще не использовали. А на что планируете? А то на эти сентябрьские вещи. Продолжение этой темы, подробнее про единовременные выплаты, мы поговорим с нашим гостем Ириной Касимовой. Она является специалистом первой категории многофункционального центра отдела коммуникаций и электронных услуг центра «Мои документы». Ирина, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто же имеет право на те самые выплаты? Подать заявление на данную выплату могут родители, либо опекуны или попечители детей школьного возраста, а именно детей от 6 до 18 лет, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года, а также граждане от 18 до 23 лет в случае, если у них установлена инвалидность, либо они ограничены возможности здоровья. Рожденных с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года. Либо в случае, если они обучаются в школе или в интернате. Ирина, вопрос следующий. Вот все-таки выплаты многим жителям, по крайней мере, нашей республики уже поступили. Но есть же те родители, которые, возможно, упустили этот момент, да, возможно, подзабыли, возможно, просто не знали про такие выплаты. Есть ли возможность сейчас их еще получить, оформить заявку? Да, выплата будет длиться до 1 ноября 2021 года, текущего года. Подать заявление можно двумя способами: через портал госуслуги, либо через клиентскую службу пенсионного фонда. Размер выплаты, он у нас одинаков для всех, правильно? Да, 10 тысяч рублей составляет. Хорошо. А как можно подать заявление? Вот вы сказали, заходим в госуслуги обязательно, но многие же, возможно, не имеют тех самых гаджетов. Тогда мы подходим в ваш центр. Нет, тут очень важный нюанс, то, что через центр «Мои документы» не принимаются заявления. Можно подать только двумя способами: либо через портал госуслуги, либо через клиентскую службу пенсионного фонда. То есть «Мои документы» этим не занимаются? Да. Хорошо. А как быть, если ребенку 17 лет, но он ходит не в школу уже, а в колледж? Да, в данном случае выплата будет назначена в любом случае, так как тут уже не зависит от того, посещает ребенок школу или нет, или обучается в среднеспециальных учебных заведениях. Выплата будет назначена в любом случае, вот как я озвучила ранее, по периодам, дату рождения. Если он попадает, то получит. Если ребенок пошел в школу чуть раньше, да, ему, хотя такое бывает, редко, но бывает, да, в этом случае? Вот нужно подпадать именно под этот период. Повторюсь, с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015. То есть вот так ограничивает именно определенными датами рождения ребенка. Хорошо, а есть такой вопрос. Если родители, допустим, совершили ошибку при заполнении той самой заявки, в этом случае что делать? Все равно начисление произойдет? Ну, допустим, ввели неправильные какие-то координаты, да, допустим, дату ребенка, ну, бывают же такие, и опечатки бывают, и все. В этом случае как поступить? Да, такие случаи есть. Необходимо дождаться решения по заявлению и подать повторное. Либо вы можете обратиться через клиентскую службу пенсионного фонда. Там заполнят все грамотно? Да. А сколько раз можно вот переоформлять, грубо говоря? Ну вот раз оформила, пришел отказ, 2, 3, и мы не можем понять причину? Или все-таки причина всегда очевидно и аргументируется? Ну, вообще заявление нужно подать только один раз. В заявлении указываются все дети школьного возраста. Ну, в случае возникновения вот таких форс-мажоров, скажем так, да, если что-то не так неправильно указали, то могут обратиться через клиентскую службу повторно. А ожидаются ли нам еще подобные выплаты? И вообще,
кстати говоря, сколько примерно количество людей, вы не знаете, примерно участвует вот именно в такой программе? Якутии? Сейчас пока неизвестно, сколько по статистике, да, подало заявление людей. Вообще эти выплаты, они были анонсированы президентом Российской Федерации еще весной. Потому сейчас действует именно 3 пособия по данной выплате. Это пособие одиноким родителям, пособие беременным женщинам и вот единовременная выплата школьникам. А что касаемо пособия беременным женщинам, оно же увеличилось, правильно? Нет, это новая выплата. Ага, новая выплата. Да, она назначается с 1 июля 2021 года, вступила в силу. Размер ее составляет, сейчас не скажу. Но в любом случае люди, если у них возникают вопросы при заполнении заявления, если у них возникают проблемы, они могут обратиться к нам через наш официальный аккаунт МД_САХА. Там мы сейчас ведем активную консультацию по различным выплатам, в том числе и по нашей сегодняшней теме, а также тематические публикации. Спасибо большое, Ирина, что значит, посвятили нас в полезную информацию, потому что действительно возникают вопросы у многих родителей. И вот наиболее частые вопросы вот, обращений к вам именно. Ну, бывают очень частые случаи, когда родители ввели именно данные только одного ребенка. Просто хотят подать заявление отдельное на каждого отдельного ребенка. Да, бывают такие случаи. Вот это частая, наверное, проблема. Потому нужно обязательно указывать в заявлении всех детей школьного возраста. Это обязательное условие. То есть надо напомнить размер суммы, да, потому что бывает так, что поступают суммы там, я не знаю, выплат по уходу за ребенком, и вот именно эти. Какая сумма? Она всегда фиксирована, ни больше, ни меньше. Фиксированная 10 000 рублей ровно. Ровно. Вот так вот. Ну что, спасибо еще раз вам, Ирина. И у меня к вам личный вопрос. Насколько вы активны именно в движении? Вот у вас работа, видимо, все-таки сидячая, да? Вы постоянно с документами, вы сидите. Вот как вы это компенсируете? Может, вечером пробежки или что Я делаете? по вечерам танцую. Танцуете, да? Вот действительно. И на самом деле движение это и есть жизнь. Казалось бы, это избитая фраза, но она очень точно определяет человека. Лежать на диване, когда на улице лето, солнце, и в городе нет дыма, это уже просто преступление. Но физическая активность должна быть правильной. Как быть активным и здоровым, расскажет наш доктор. Доброе утро! Физическая активность – одна из главных составляющих здорового образа жизни. Малоподвижный образ жизни – это 4-й по значимости фактор риска смерти во всем мире. Если человек проводит более 6 часов в течение дня в положении сидя или лежа, у него выше вероятность развития сахарного диабета 2 типа, ожирения и таких сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда, инсульт. Между тем, пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь каждого из нас. Многие длительное время находились дома и набрали лишние килограммы. Сегодня физическая нагрузка – обязательное условие здорового образа жизни, особенно для жителей города. Чтобы избежать развития гиподинамии и снизить риск смертельных болезней, вы должны выработать привычку – быть активным хотя бы 30 минут в день, максимальное число дней недели. Норма умеренной физической активности для здоровья – это 150-300 минут в неделю. Это может быть ходьба, зарядка, тренировки дома или в фитнес-центре. Если вы выбрали, например, ходьбу, то можно ставить цель по количеству шагов или пройденному расстоянию. Используя для измерения шагомеры, фитнес-браслеты или приложения в смартфоне. Когда мы говорим о пользе активного образа жизни, мы подразумеваем любую физическую активность. От подвижных игр с детьми, обычных прогулок или легких пробежек до увлечения экстремальными видами спорта или участия в марафонах. Все зависит от вашего состояния здоровья, прошлого опыта занятий, физической формы. С чего лучше начинать заниматься? Заниматься оздоровительной физической культурой можно в любом возрасте и людям с разным состоянием здоровья. Однако начинать занятия лучше с консультации лечащего врача и минимального медицинского обследования. Хронические заболевания для безопасности занятий требуют соблюдения рекомендаций врача и выполнения специально разработанных упражнений.
Если вы планируете занятия спортом или более интенсивные нагрузки, то визит к врачу обязательный, даже если вы считаете себя здоровым человеком. Необходимо провести дополнительные обследования, нагрузочные тесты, чтобы убедиться, что выбранный вид спорта вам не противопоказан. Только регулярные занятия принесут результат. Разминаться можно во время похода в магазин, прогулки с ребенком. Старайтесь забыть про лифт. Поднимайтесь по лестнице пешком. Если вы работаете, то хотя бы одну остановку проходите пешком, тем более при хорошей погоде. Длительные прогулки на свежем воздухе вдвойне полезны. Для тренировки на улице не забывайте про правильную одежду и обувь, соответствующую сезону и погодным условиям, а также берите с собой бутылочку воды. Для тренировок дома позаботьтесь о безопасном месте для занятий. Приготовьте коврик и полотенце, используйте бутылки с водой или крупой для утяжеления. Обеспечьте доступ кислорода, откройте форточку или окно. Также пейте больше жидкости и старайтесь заниматься в красивой, яркой спортивной одежде и обуви, что также положительно сказывается на вашей мотивации и регулярности нагрузок. Желаю вам позитивного настроя и активного образа жизни! Спасибо большое нашему доктору за полезные советы. Еженедельная рубрика действительно помогает нам сохранить и сберечь свое здоровье. До 15 августа идет общероссийский конкурс за звание «Город трудовой доблести». Звание города трудовой доблести в истории славного города Алдан станет достойным подарком к столетию якутской промышленности. Всех жителей Якутии мы каждое утро призываем поддержать инициативу о присвоении Алдану высокого звания и проголосовать на сайте трудовойалдан.ру. Действительно, дорогие друзья, ведь это совсем не сложно. Зайти на сайт трудовойалдан.ру и оставить свой голос, потому что это действительно необходимо. Ведь нам надо набрать 200 тысяч голосов. На сегодняшний день мы собрали более 11 тысяч голосов. Вчера было на 3 тысячи меньше, да? Но это действительно хороший темп, но нам нужно быть поактивнее. Потому что осталось всего 12 дней до конца голосования, и мы вновь призываем вас всех проголосовать. Конечно же, самыми активными на сегодняшний день являются жители Алданского района. Они отдали в копилку более 2500 голосов. На втором месте Сунтарский район, почти 2000 голосов. Усть-Майцы отправляют активно голоса, это почти 500. Жители Оленёкского и Венкийского национального голосов. В этом году мы должны настроиться на победу и собрать более 200 тысяч голосов. Город Алдан по праву претендует на это звание. Для этого нужна наша поддержка, поддержка всех якутян. Золотым запасом город Алдан пополняет казну страны с 1924 года. Город Алдан в годы Великой Отечественной войны первым стал на защиту нашей Родины. В годы войны в армию было призвано 11 470 человек. Не вернулись с фронта 4530 человек. На место отцов и дедов в золотоносных приисках на смену встали женщины и дети. Они работали день и ночь, не смыкая глаз, не покладая рук,
выполняли и перевыполняли план военного времени. Алданцы жили с одной мыслью: все для фронта, все для победы. Дорогие якутяне, наступил тот день, когда мы, якутяне, должны сплотиться и помочь алданцам пройти этап сбора голосов для присвоения городу Алдан звания «Город трудовой доблести». Каждый наш голос – дань уважения труженикам города Алдан. Каждый наш голос – это память славной истории нашей страны. Каждый наш голос – единение и сплочение якутян в поддержку алданцев. Алданцев – созидателей трудовой славы республики и страны. А у нас на очереди постоянная рубрика «Дата и события». Каких только праздников не встретишь в мировых календарях. Действительно, порой даже диву даешься, какие бывают праздники. Например, сегодня отмечается День печенья с шоколадной крошкой, а также День качания на качелях. Поэтому, если сегодня вы не знаете, чем заняться вечером, приобретите печенье с шоколадной крошкой и пройдите на ближайшие качели. А почему нет? Отметить два праздника сразу. На календаре 4 августа. Сегодня отмечают День заветного сундучка, Ночь вне дома, День печенья с шоколадной крошкой, День качания на качелях. День качания на качелях отмечается ежегодно 4 августа. Точной информации о возникновении качелей нет, зато есть множество подтверждений тому, что у многих древнейших цивилизаций качание на них имело сакральный тайный смысл воссоединения с Богом и Солнцем. Процедура качания на качелях благоприятно влияет как на детей, так и на взрослых. Во-первых, она благотворно влияет на нервную систему и оказывает успокаивающий, расслабляющий эффект. Во-вторых, приводит мысли в порядок. По народному календарю сегодня Марьи Добрый день. Это народный праздник, который уходит своими корнями в языческие времена. Предки в этот день чтили Марию Заступницу, хранительницу женщин. По православному календарю в эту дату почитают Марию Магдалину, мироносицу. Женщины занимаются хозяйственными делами и собирают ягоды в лесу. Гроза в этот день предвещает изобилие сена. События в этот день. В 1326 году на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм – Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии на этом месте возвели Успенский собор. В Московском Кремле установлен царь-колокол. В 1912 году состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш. В этот день от Финляндского вокзала отправился первый электропоезд. К 1980 годам вокзал по объему пригородных перевозок выйдет на второе место среди всех вокзалов СССР. В этот день родились Василий Стасов, русский архитектор, один из основоположников русского ампира, академик Императорской академии художеств. Перси Биши Шелли, английский поэт и драматург, писатель, эссеист. Кнут Гамсун, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 год. Луи Армстронг, американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля, оказал наибольшее влияние на развитие джаза и внес значительный вклад в его популяризацию во всем мире. В 1961 году на свет появился Барак Обама, 44-й президент США в период с 2009 по 2017 года, Нобелевский лауреат. Именины в этот день отмечают Михаил, Алексей, Мария, Магдалина. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире и всегда очень рады, когда наши телезрители просыпаются вместе с нами и делятся своими утренними эмоциями. Для этого у нас существует WhatsApp-номер. Вы видите его прямо сейчас на экране. 8 914 2 73 44 88. На этот номер вы можете отправлять свои пожелания, приветы передать, и мы обязательно их озвучим в прямом
прямом эфире. Торопитесь, потому что время нашего эфира ограничено. И вот здесь у нас есть уже несколько сообщений, позвольте прочитать. Дорогого любимого Сергея поздравляю с днем рождения. Милый мой, будь всегда счастлив, ты у нас самый родной и неповторимый. Твоя любимая жена, город Нерюнгри. Вот такое замечательное поздравление есть. А также дорогую любимую подружку Галушу хочу поздравить с прошедшим днем друзей. Ты моя самая лучшая и самая неповторимая. Анечка, город Якутск. Вот такие сообщения у нас есть, это очень приятно. Люди даже поздравляют с прошедшими праздниками. Поэтому берем пример и просыпаемся, дорогие друзья. Ну а сейчас пришло время передать слово нашей информационной службе. Доброе утро, Якутия! Первичная вакцинация продолжается в Якутской городской больнице номер 3. Вакцину ставят всем тем, кто получает вакцину в первый раз, переболевшим, а также для ревакцинации. Процедура проводится спутником Лайтом. Прививку можно получить без записи и прикрепления в порядке живой очереди в рабочие дни с 8 до 20 часов. По адресу улицы Лермонтова, 121. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Якутяне могут узнать о ковид-ограничениях в регионах России на интерактивной карте на сайте Стоп Коронавирус РФ. Теперь жители Якутии могут узнать, сколько человек заболели коронавирусом в том или ином субъекте страны, либо с какими ограничительными мерами предстоит столкнуться по приезду. Карта была запущена в первую волну COVID-19 автономными некоммерческими организациями «Диалог» и «Национальные приоритеты» совместно со Стоп Коронавирус РФ. Тогда количество просмотров страницы достигало 56 миллионов в месяц. Традиционная школа-ярмарка пройдет по Комсомольской площади в Якутске 7 августа по 5 сентября. В мероприятии примут участие более 100 предпринимателей. В рамках мероприятия с 20 по 29 августа пройдет благотворительная акция «Помоги пойти в школу», по итогу которой планируется вручение ранцев. Также будет действовать экологическая акция «Собираемся в школу с заботой о природе». Это сбор макулатуры на протяжении всех дней ярмарки. Якутяне стали призерами шахматного фестиваля «Город у моря» во Владивостоке. Так, тренер клуба «Комбинация» Руслан Пахомов стал победителем соревнований по классическим шахматам по швейцарской системе в 9 туров. А якутянка Арина Васильева одержала победу. В детском этапе она выиграла первое место, победив во всех партиях среди девушек до 15 лет. Среди девочек до 11 лет медали получили сразу 2. Первое место заняла Наташа Михайлова, третье – Лилиана Габышева. Кроме того, по быстрым шахматам с участием 101 спортсмена Арина Васильева выиграла золото и серебро до 15 лет и бронзу среди девушек до 19 лет. На этот час это вся информация. Оставайтесь с нами. Расслабиться после тяжелого трудового дня и посмотреть на веселых, открытых и позитивных людей или просто заняться физической активностью можно теперь каждый вечер на набережной Талого озера. Ведь там ежедневно собираются энтузиасты спортивных бальных танцев и совершенно безвозмездно показывают всем желающим азы самбы, румбы и ча-ча-ча. Подробнее в материале Полины Долинской. Устали на работе, надоела мошкара и дым, вымотались за неделю. Всегда есть решение, как получить те самые гормоны радости, зарядиться позитивом и наполниться энергией. В одном из парков нашего города танцевальный коллектив Dance Sunrise приглашает всех желающих от мала до велика разнообразить свои вечера латиноамериканскими танцами. Такая идея давно назревала, но какой-то толчок был о том, что это настолько классно, это настолько здорово, настолько красиво, да? Это то, с чем мы хотим поделиться с нашими людьми, да, чтобы популяризировать, да, наши бальные танцы среди жителей Якутии. Сейчас это самое время, мне кажется, когда мы должны продвигать бальные танцы, потому что это очень здорово не только для детей, там, да, не только для пожилых людей, это очень здорово для молодежи, потому что сейчас как спорт, как творчество, оно стало намного современнее. Почему бы не поделиться с этим с остальными? Как ни странно, присоединяются к занятиям и первыми дети уже во время разминки. Взрослым нужно чуть больше времени, чтобы преодолеть свой страх. Они включаются в процесс в конце урока. Некоторым может показаться, что бальные танцы – это скучно. Однако горожане на личном примере могут узнать, что это совсем не так.
Вам нравится? Да. Очень хорошо. Весело, наверное, ну, А вы бы сами пошли туда танцевать? думаю, нет, я стесняюсь. Отличная идея для нашего города. Такие комментарии, такая поддержка, ну, как бы нас мотивирует. Мотивирует, поэтому мы здесь находимся каждый день. Именно для этих людей мы находимся. Мы видим, как они снимают на видео, да, как они останавливаются с детьми, чтобы там говорят детям, да, ну иди, вставай, потанцуй, попробуй. Поэтому очень нравится. Первые попытки популяризовать бальные танцы в оживленных местах города хореографы предпринимали еще в начале лета, а также через социальные сети. Позже решили выйти на брусчатку уже с ребятами разных возрастных групп и пригласить на танец всех желающих. Ведь заняться танцами никогда не поздно. Хоть в зрелом осознанном возрасте, хоть в раннем детстве, как это сделала Ярослава. Я начала все с детского садика, и меня позвал мой друг танцевать. Ну, я согласилась и пошла. Танцы для меня это хобби. Без танцев я не могу. Это нравится. Мне интересно сюда ходить очень. Да. Твой любимый танец какой? Это латино, наверное, самбо. А хочешь ли ты, когда подрастешь, свое дальнейшее будущее также связать с танцевальной Да, карьерой? наверное. Хореографы говорят, если ты не танцуешь, значит танцует кто-нибудь другой. В конечном итоге зажигательные ритмы все же увлекают за собой в мир танца даже самых стеснительных и сдержанных. Полина Долинская, Артем Алексеев, Якутск. Вот уж кому сейчас не до танцев, это, конечно же, нашим вчерашним абитуриентам. Буквально на днях состоится зачисление студентов в Северо-Восточный федеральный университет. И счастливчики увидят свои имена в долгожданных списках поступивших. О результатах приемной кампании и о зачислении студентов мы сегодня поговорим с нашими утренними гостями. Знакомьтесь, рядом со мной Марьяна Соловьева. Она является ответственным секретарем приемной комиссии Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, а также Виктория Лонгинова. Она является ответственным секретарем приемной комиссии физико-технического института Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, и Марьяна, и Виктория, сколько всего студентов было зачислено в ваши институты и сколько из них планируется на бюджетные и коммерческие места? В этом году у нас бюджетных мест 187. Принято заявление 517 о том, что зачисление должно быть. Мы пока рано будем говорить, так как пока мы сидим и работаем над тем, как наши абитуриенты дают согласие на зачисление. То есть эта работа сейчас идет, и прием заявлений у нас будет идти до 10 августа включительно, да, это на бюджетные места. Вот что касаемо Института естественных наук? Что касаемо физико-технического института, у нас всего 194 места на очную форму обучения. Так, ну, это как бы бюджетные места. У нас всего 8 направлений, очень интересных. И всего подали 708 заявлений. Уже 708? 708 заявлений, да, вот как вот Марьяна Иннокентьевна сказала, у нас пока идет этап приема заявлений, так называемых заявлений о согласии на зачисление. Это вот в мое время, например, по-моему, такого не было. Да. Приема о согласии на поступление. Вот для многих, может быть, это что-то новенькое, или как давно это практикуется, и что значит, почему абитуриент должен давать согласие на поступление? Это связано с тем, что на сегодняшний день абитуриент имеет право выбора образовательных учреждений. Например, абитуриент он может выбрать 5 университетов, скажем так, да, и до 10 направлений. Он подает свои заявки, рассматривает, и потом уже то, что ему ближе, то, что ему хочется, он потом соглашается и дает согласие на одну из этих 10, например, выбранных образовательных программ. То есть это вот право выбора того, да, а согласие это только конкретно на одно учебное заведение Да, можно дать. Еще я добавлю, да, это делается для того, что у нас вообще приемная комиссия с прошлого года в связи вот с обстановкой, да, вообще в целом в мире проводится дистанционно. Так? И мы раньше, вот, когда приносили свой оригинал аттестата, вместо этого вот придумали вот такое заявление. Это уже документ, удостоверяющий действительно то, что вот абитуриент выбрал именно это направление, и он обязуется привести вот этот свой документ об образовании, уже когда он поступит.
уже. Ну, вообще, оригинал. если сравнивать с прошлым годом, допустим, да, на этот период времени было больше количество, да, именно заявок или нет? Ну, такой вот сильной разницы мы пока не видим, не ощущаем. Да, мне кажется, что в среднем нормально идет, как и с прошлыми годами. Так же, да? Так же. А какой проходной балл сегодня по ЕГЭ для поступления в ваш вуз? Ну, если вспомнить прошлые года, то в нашем институте, Институте естественных наук, это было в среднем где-то 163, наверное, балла. В среднем. Вот так, да? Ну, я считаю, что сейчас пока рано судить. Ну, я вот прошлогодний да, был. да, о среднем проходном балле. Ну, я могу сказать, что так же, как и в прошлом году, возможно, будет. Средний балл, он считается, на самом деле, если вот уже все, зачисление произошло, а у нас пока только вот этап приема заявлений согласия на зачисление. Вот так вот скажу. А появились ли в этом году новые специальности у вас? Да, у нас в этом году есть гидрометеорология. Это у нас отделение эколого-географического направления идет. Так. Данное направление у нас 5 лет тому назад еще открывалось, и в этом году тоже по заказу республики мы данное направление открыли. Очень интересное направление, всего 18 бюджетных мест будет. Ну, что касается физико-технического института, то у нас новых направлений, значит, 2. Да? Ну, остановлюсь на одном из этих, значит, как называется, автоматизация технологических процессов и производств. Но это связано вообще с цифровизацией всего, скажем так, такая новомодное направление. И могу сказать еще по магистерским программам. Да, надо же, да? Ага, это значит, у нас с 2019 года у нас открылись 2 программы магистерские с двойным дипломом, который носит такое тоже модное название «Современные материалы в энергетике и возобновляемая энергия». Фишка в том, что вот этой программы первый год они обучаются у нас на базе университета, а второй год в университете Сержи-Пантуаз, это во Франции. Так, и получает 2 диплома нашего образца и того университета. Вот, наверное, вот эта специальность пользуется таким большим спросом и интересом у абитуриентов. Да, можно сказать и так. Ну, а если, допустим, так провести, ну, какую-то именно статистику по конкурсу, на какие специальности больше всего студентов у вас? У нас абитуриентов больше такой интерес выявляется, наверное, по направлению экологии и природопользования. Экология, да? Да, здесь у нас конкурс достаточно серьезный, и также фундаментальная прикладная химия. У нас электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика, теплотехника. На одно место у нас на сегодня 7 человек, ну вот по конкурсу. 7 человек? 7 человек на одно место. Это же достаточно такой очень серьезный конкурс, да? Да. А вот вы лично встречаетесь с теми эмоциями, когда, ну, может, наблюдаете, да, когда подходят абитуриенты и видят себя в списках, или это все электронно происходит? Это все электронно, к сожалению, мы абитуриентов не видим, работаем только по телефону, через электронную почту, письма и так далее, и так далее. Ну, мы эмоций пока не видим, можем слышать. Что касаемо целевых мест, вот здесь как ситуация обстоит? Ну, целевые места у нас тоже есть по каждому направлению. В этом году мы уже приняли 18 заявлений на целевые места. Учреждения разные. Есть Институт биологии и прикладной экологии, да, Институт мирзлатоведения, у нас есть Саханефтегазбыт, направление нам договора предоставили. То есть тут у нас достаточно разнообразно, можно сказать. А у вас в физико-техническом институте по целевому обучению у нас 17 человек подали заявление. Ну, тоже могу сказать, что целевые у нас из таких организаций, да, с такими организациями, как Институт космофизических исследований аэрономии, да, значит, Сахаэнерго, Якутскэнерго, вот такие у нас организации делают заказ. Виктория и Марьяна, подскажите, пожалуйста, давайте мы все-таки подытожим информацию, до какого числа мы еще можем подать свое заявление и согласие вообще? Ну, на основе результатов ЕГЭ, к сожалению, уже заявление мы не принимаем. Это было до 29 июля. Сейчас мы просто принимаем согласие на зачисление до 10 августа. Да? Ну, а на магистерской программе, а также аспирантуру, да, программы образования мы будем принимать до 10 августа. А физико-технический?
Так, у нас правила для всех одинаковые. Так? Во-первых, у нас вот как происходит вообще зачисление. Так? Первый этап – это приоритетное зачисление. Что значит приоритетное? Это значит в рамках особой квоты, туда входят сироты, инвалиды, значит целевые договорники, мы так их называем, вот, и без вступительных испытаний. Это те ребята, которые вот именно поступают по результатам Олимпиады по филологии, да, Российской Олимпиады школьников и, ну, допустим, там, многопрофильной инженерной Олимпиады «Звезда». Вот это касаемо нас, да, и там, если, допустим, Институт естественных, там у нас такие же направления. Тоже такие же направления. Так? Значит, они подают согласие о зачислении до, вот, сегодня край, да, до 18:00 4 августа должны подать согласие о зачислении. Так? Это для вот особистов, мы так их называем. То есть это особенная категория, да? Да, особенная категория. Им сегодня до 4 часов? До 18:00 по якутскому времени. По якутскому. Так, да. Далее у нас идет общий конкурс, так называемый, да, мы от них принимаем согласие о зачислении до 10 августа. Не до 6, по-моему, до 10 августа. До 10 августа. Да. То самое согласие. Ну и потом, соответственно, ждем уже те самые списки, да? Да, те самые заветные списки, приказы, да, о зачислении. А что касаемо коммерческого отделения? Ну, коммерческое заявление мы будем принимать сплошь до сентября. Да, тут как бы никаких ограничений пока таких жестких нет. Мы будем работать над этим дальше. Все. Спасибо большое вам. Мы надеемся, что приемная кампания 2021 пройдет успешно. И, конечно, что будущее нашей республики за теми самыми абитуриентами, которые сегодня переживают, ждут результаты. И спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам. Ну, а мы продолжаем. В Мирном увековечивают имена людей, чей труд непрерывно связан как с самим городом, так и с алмазной промышленностью всей республики в целом. Подробнее об этом в нашем материале от наших коллег из алмазной столицы. Мы находимся у дома на Ленина, 11. Здесь когда-то жили инженеры, производственники Треста Якут-Алмаз. Люди, которые внесли вклад в развитие алмазной промышленности Западной Якутии. С левой стороны здания, прямо за моей спиной, располагается мемориальная доска герою социалистического труда Ивану Серебрякову. Аналогичную композицию установит и с правой стороны здания. Такое решение приняли депутаты городского совета. Памятную доску посвятят Леониду Желябину и Тарасу Десяткину. Они оба в разные годы работали главными инженерами научно-производственного объединения «Якут-Алмаз». Леонид Желябин с первым руководителем «Якут-Алмаза» Виктором Тихоновым в кратчайшие сроки организовали трест. В июне 1957 года первая фабрика вступила в промышленную эксплуатацию и дала первые алмазы из россыпи трубки «Мир». С тех пор начался бурный рост добычи алмазов. В 1961 году главным инженером стал Тарас Десяткин. Через 8 лет его выдвинули на должность заместителя генерального директора «Якут-Алмаз». Затем Десяткин возглавил объединение «Якут-Золото», стал лауреатом государственной премии за разработку алмазного месторождения трубки «Мир». Получил звание Героя социалистического труда. Установкой мемориальной доски занимается компания «Алроса». Она и профинансировала проект. Открытие планируют примерно в День шахтера. В этом году профессиональный праздник отметят 29 августа. Жителям города Мирного мы передаем пламенный привет, потому что мы знаем, что нас там смотрят очень много горожан. Ну а мы продолжаем. Сотрудники Калининградской юношеской библиотеки решили разнообразить привычную жизнь читального зала и приняли на работу очаровательного кота по кличке Грей. Грей проводит дни не только лежа на книжных полках или грациозно прогуливаясь между стеллажами. Будучи ответственным сотрудником, он выполняет различные поручения. Например, встречает посетителей, участвует в мероприятиях, помогает путать карточки, а вечерами сторожит помещение. Кроме того, Грей не против похвастаться способностями и с радостью выполняет команды. Из всей литературы библиотеки кот выбирает журналы, ведь под них так удобно прятать любимые перья-игрушки. Также усатый библиотекарь не оставляет и детские привычки. Он любит залезать в ящики картотек и наводить там порядок. Посетители библиотеки уже привыкли к хвостатому сотруднику.
телевидение тоже можно вот завести так подобного кота, и он здесь-то порядок наведет. И, ну, очень приятные кадры, мне кажется, с утра прям заряжают позитивом подобные небольшие такие статьи, да. А у наших телезрителей, кстати говоря, отправляют нам сообщения на наш номер. Смотрите, у меня есть. Доброе утро. Поздравляем выпускников Тамторской СОЖ имени Николая Заболоцкого Аймиконского улуса 1976 года с 45-летием окончания школы. Мира, добра, счастья и любви. Поздравляем вас! Еще одно сообщение. Дорогую, милую и любимую Милану, поздравляю с днем рождения. Дорогая моя, тебе сегодня всего 5 лет. Расти большой, здоровой, умной. Мы тебя любим. Мама и папа. А также еще одно сообщение. Город Нерингри. Всем привет, позитива и удачи всем на этот день. Вот так вот. И Нерингри тоже с нами. Движемся дальше. Выставка винтажных машин прошла в рамках слета Латвийского клуба антикварных автомобилей. По улицам города курсировали «Волги», «Москвичи», «Жигули» и «Запорожцы» разных годов выпуска. Колонна автомобилей остановилась на центральной площади города, где все жители смогли познакомиться с экспонатами и сделать фотографии на память. Всего в выставке было представлено несколько десятков советских автомобилей. По словам владельцев раритетных машин, купить винтажное транспортное средство совсем нетрудно. Главное в этом деле знать, где искать и приложить усилия к реставрации автомобиля. Вот такая замечательная винтажная выставка прошла. Ну и на этом время нашего эфира, дорогие телезрители, подходит к концу. Вот такая была среда, насыщенная, яркая, незабываемое утро среды. Ну а ваш день, я думаю, продолжится не менее в позитивном настроении. Напоминаем вам о том, что завтра в это же время мы увидимся на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Ну а сегодня, пожалуйста, проголосуйте за город Алдан. Напоминаю вам, что нужно будет голос свой отдать на сайте трудовойалдан.ру. Остается совсем немного времени. Мы очень сильно переживаем за алданцев, и мы уверены в том, что звание «Город трудовой доблести» будет заслуженным. На этом время подходит к концу. Всего вам самого наилучшего. Увидимся завтра.